марте 1941 года небольшой, уютный и зеленый городок на Волге отметил 9 лет со дня основания. Можно готовиться к первому юбилею – десятилетие в 42-м. Жителей в Зеленодольске тогда было немного, более 30 тысяч человек. Пешком обойти Зеленодольск не составляло большого труда. Покой маленького, мирного городка вместе со всей страной был нарушен 22 июня 1941 года. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, Здесь, на площади, ныне носящей имя Победы, люди впервые услышали весть о начале войны. Это был центр города. Здесь висел громкоговоритель, по которому сообщались самые важные известия. За всю немноголетнюю историю города эта новость была самая важная и самая страшная. Жизнь города не просто изменилась, она перевернулась. От Южного фронта Зеленодольск будет отделять более 1200 километров. До войны на Западе чуть меньше – 800 километров. враг будет разбит, победа будет за нами. В своей победе над Красной армией Гитлер был абсолютно уверен. Напав на СССР 22 июня 1941 года, уверенно обещал своим солдатам, что они вернутся домой в конце августа. Генералы вермахта поверили, что способны нанести молниеносный удар и разгромить Советский Союз за несколько месяцев. Они делали ставку на скорость, на современные моторы, на концентрацию сил на главных направлениях, на первую битву, которая решит исход войны. Всего на фронт из Зеленодольска уйдет 28 785 человек. Почти половина из них уже не вернется с полей сражения. 11 505 жителей нашего города отдадут свои жизни за победу. Но те, кто остался здесь, в сотнях километрах от войны, совершат свой подвиг – трудовой. Тыл – тот же фронт, только без выстрелов и разрывов снарядов. Люди умирали от недоедания, непосильного труда, болезней, но оставались той непобедимой силой, которая приближала победу. Я освобождал Украину, освобождал Харьков, освобождал Кривой Рог, и под Кривым Рогом меня ранили. Освобождал дорогу с Харькова на Донецк. 5 месяцев в госпитале лежал, а потом отпуск дали на полгода. И я пришел в деревню, и мне предложили председателем сельсовета 19-летней мальчишки. Вот. Ну что, я согласился. Никого, я говорю, неужели нет? Никого нет, и действительно никого не было. Старики, но люди помогали все. Работали с утра до вечера, и дома работали, хозяйство надо, семьи. Было очень трудно, но все отдавали государству, чтобы содержать фронт. Гитлер хотел, во-первых, разгромить Советский Союз как опасного геополитического соперника, уничтожить как государство и убрать Россию с политической карты мира. Во-вторых, согнать местное население с плодородных земель, которые вместе с нефтяными месторождениями и залежами полезных ископаемых предполагал включить в состав Рейха. В-третьих, обречь русских и другие народы Советского Союза на прозябание, чтобы они нигде и никогда не представляли опасности для Германии. Предстояло уничтожить биологическую субстанцию восточных народов, чтобы воспользоваться их жизненным пространством. «Этот огромный пирог, — говорил фюрер, — нужно умело разрезать». Несмотря на то, что практически все мужское население Зеленодольска уходит на фронт, к ноябрю 1941 года его численность увеличивается до 60 тысяч за счет эвакуированных из 36 западных областей страны, оказавшихся в оккупации. Чтобы разместить их, в считанные месяцы было построено почти 130 жилых домов-бараков. В одной трехкомнатной квартире проживало до 18 человек. Тех бараков уже нет, их снесли в 80-е годы прошлого века.
Из сохранившихся свидетелей военной поры в городе остались только зеленодольские полукамушки, построенные на рубеже 19 и 20 веков. В течение обстоятельств моя бабушка, мама оказались в Зеленодольске. Ей была выделена путевка в Подмосковье в 1941 году в июне. И они с мамой поехали с чемоданом легких платьев в Москву, в Подмосковье. Там жил ее родной брат, был главным инженером судостроительного завода в Москве. И прежде чем поехать в санаторий, они решили к нему заехать. Судостроительный завод Москвы эвакуировался в Зеленодольск, и вместе со своим братом они приехали в Зеленодольск в 1941 году. И когда она обратилась за трудоустройством, ей сказали, вот сегодня ушел, буквально на днях ушел директор школы первой на фронт, и учитывая то, что у вас есть диплом о высшем образовании, вы начинаете возглавлять школу номер 1. Была выделена комната в полукамушках, и мама вот как-то вспоминала, что у нее была шуба, и было очень холодно, печка топилась, и она прислонилась спиной к этой печке и прожгла последнюю шубу. Это была трагедия, потому что найти шубу было невозможно, и в чем-то ходить же надо было. Очень хорошо помню, когда она рассказывала, как они добывали в лесу дрова, сучья, сухостой привозили со старшими учениками, потому что отапливалось в основном, печное отопление было, и вот таким образом обогревались классы. В один класс группировали побольше детей для того, чтобы было теплее, и топили буржуйки, печки отапливали. Но всегда бабушка говорила, это хорошо, что мы уехали в эвакуацию, потому что все, кто остались в Беларуси, вся родня, они были заживо закопаны в первые же дни оккупации. В самые тяжелые первые месяцы войны с июля по декабрь 1941 года в Придуралье и за Урал было эвакуировано из фронтовых и прифронтовых районов страны 2593 предприятия. Только в Татарстан их прибыло порядка 70, в том числе в Зеленодольск. Они должны были в кратчайшие сроки на новом месте наладить производство продукции, остро необходимой фронту. В некоторых случаях оборудование размещалось и вводилось в строй под открытым небом, после чего вокруг него возводились стены и крыши цехов. Из 15 производств Зеленодольска 12 переводится на выпуск военной продукции. Работают в основном старики, женщины и дети, которым приходилось придумывать приспособления, чтобы в силу маленького роста они доставали до станков. Всю войну проработала на снарядах. Ставили подставку. Подставки у всех были. А мне подставляли 2, но одну еще одну. Вот так и доставала. На первом участке работала, снимала фаску. Вот каток. Представляете, какие снаряды-то были? И вот чтобы фрезу нарезать для резьбы, надо фасочку сделать. Сначала на этом станке, потом горловину отрезала. Горловины-то были большие, ведь первый цех отливал. Тяжелые. Нам мальчишки у автоматов стружку вот так разбросает, и мы на стружку ляжем и спим. Один раз горела. Стружка-то горячая попала мне на фуфайку, и там горит. Уже на автоматах-то работает, чувствует, что пахнет горелым. Туда-сюда, не поймут, что такое. Где что горит? А, оказывается, подбежали, а у меня там спина-то уже. А я и не чувствую, сплю на стружке-то. Вот так, горело. Зеленодольский судостроительный завод имени Горького. В годы Великой Отечественной войны из 5000 рабочих на фронт ушло более 2800 человек. Каждый третий не вернулся.
На заводе в кратчайшие сроки стали выпускать продукцию для фронта. Было построено 162 судна и выпущено более 4 миллионов артиллерийских снарядов, тысячи зенитных установок и пулеметов, корпусов авиационных бомб, саперных лопат, узлов и деталей к аэросаням и много другой так необходимой для фронта продукции. В 1943 году за успехи по выпуску боевой техники и боеприпасов завод награжден переходящим красным знаменем Государственного комитета обороны. Во время Великой Отечественной войны моя прабабушка пришла на завод имени Горького, и ей было 16 лет. До станка она не доставала, она ставила ящик. Работа была трудной, в цеху было холодно. Во время войны завод выпустил более 4 миллионов артиллерийских снарядов. В этой огромной цифре есть вклад моей прабабушки Гадиевой Марфуги. В тяжелых военных условиях прабабушка в 13 лет варила корпуса военных кораблей. Ей поручали работу в труднодоступных местах, и сварные швы всегда получались отличного качества. Работала и зимой, в лютые морозы, когда даже ботинки примерзали к палубе. Будучи ребенком, испытывая голод, холод и лишения, она не теряла веру в победу и в свои силы. Мою прабабушку и всех детей, которые работали во время войны наравне со взрослыми, можно по праву считать героями. О трудовом героизме горьковчан, об их вкладе в великий подвиг страны, сокрушивший фашизм, ежедневно напоминает легендарный бронекатер «Калюжный», гордо стоящий на постаменте главной площади предприятия. Он был построен на заводе и спущен на воду в конце 1942 года. Уже в мирное время легендарный бронекатер «Калюжный» вернулся в Зеленодольск, на свой родной завод. Пусть хоть и мой прапрадедушка не воевал на фронте, но он все-таки приближал победу своим трудом над фашистской Германией. Василий Петрович работал по 12 часов в сутки, а иногда и вовсе не уходил с завода. Шла постройка бронекатеров. Они тогда были очень нужны военно-морскому флоту. Моего прадедушку зовут Петр Михайлович Жогин. Во время Великой Отечественной войны он был тружеником тыла. По состоянию здоровья его не взяли на фронт, но он все годы войны проработал на судостроительном заводе имени Горького. Он был разметчиком, размечал детали по шаблону на металле, а потом сварщик вырезал их сваркой. Они строили бронекатера, чтобы уничтожать врага на воде. Эти бронекатера также участвовали в Сталинградской битве. Бронекатера, построенные на Зеленодольском заводе, вошли в состав Амурской, Дунайской и Днепровской флотилий. Подвижные и способные пройти там, где тяжелые суда зарывались килем в песок, речные танки, как их называли, прошли по водным путям от Сталинграда до Берлина. В обороне Сталинграда важную роль сыграла Волжская флотилия под командованием контр-адмирала Дмитрия Дмитриевича Рогачева, который после войны жил, работал и похоронен в Зеленодольске. Здесь ему установлен памятник, его именем названа одна из улиц города. Завод имени Серго. Серега. Так любовно называли его тогда. И гудок, по которому заводчане шли к своим станкам, тоже называли Серегой. Гудок извещал о начале рабочего дня, который не заканчивался 24 часа. Мощности завода, на котором годы войны работала и моя прабабушка, позволяли произвести 150 тысяч снарядов в месяц. В военные годы завод стал производить 1,5 миллиона снарядов в месяц. Представить сложно, но это в 10 раз превышало первоначальные заводские мощности. То есть то, что ранее изготавливали за 10 месяцев, теперь стали делать за 1. Прабабушка Мухамедянова Фатыма Низамовна работала в цехе номер 18, где изготавливала гильзы для снарядов. Каждый третий выпущенный по врагу снаряд был произведен в Зеленодольске. Более 2000 человек ушло из цехов Зеленодольского завода имени Серго на фронты Второй мировой. Каждый третий не вернулся. Их заменили женщины, старики и подростки, которые проходили быстрое обучение профессии в фабрично-заводских училищах. За годы войны серговчанами изготовлено 110 миллионов гильз и снарядов. В среднем в день по 77 570 штук.
Только за первые 2 года войны выпуск военной продукции на заводе увеличился в 6 раз. А ведь 1942 был одним из самых тяжелых и голодных. Бывали случаи, когда в результате истощения люди падали замертво у станков. Меня устроили ученицей на токаря. Там было разные профессии, и шлифовщики, и зафигуровщики. А я решила себе, на станок пошла токарный. И там я проработала на станке 17 лет. Заготовку привозили к станку мне. С улицы, в снегу, мороженое. А мне надо устроить ее на станок. Все, чтобы я работала. Вышла деталь, какую мне дали чертеж. Пока устроишься, эту деталь берешь, все руки в крови. Тряпок нет, перчаток нет, ничего нет. Если во вторую смену, в 11 часов ночи, значит, час обед. На обед давали хлеб 800 грамм. И, как там звали тогда, не суп, а баланда. Там в тарелке плавает половина листка капусты, полкартошки, и может попасть морковка. Пока мы ждем этот суп, хлеба остается грамм 200. Опять до 11 часов ночи. Обед, там назывался обед в это время. Вот так жили. Тяжело было, конечно, но более не унывали, все равно пели песни. В 1935 году моя прабабушка пошла в 7-летнюю школу, но закончить ее не пришлось. С первых же дней Великой Отечественной войны она пошла на завод «Сергов», 3-й цех. На тот момент ей было 16 лет. Она работала по 16 часов и выполняла от 1,5 до 2 нормы. Ей было выделено 2 контролера, так как один контролер не успевал за ней проверять. Если был сделан брак, то она не останавливала станок, а переделывала, когда было время. Они работали без обеда, выдавали только сухой паёк. Мой прадедушка очень старался перевыполнить норму. Он работал с утра до вечера, не покладая рук. Вечером он приходил домой очень уставший, но гордился тем, что перевыполнил норму. Он работал в цеху номер 1. Там было очень дымно и пыльно. Люди стояли около станков полуголодные, потому что не хватало продуктов. В 1941 году моя прабабушка Маргарита Яковлевна Басых пришла работать на тот же завод, что и дедушка, и только исполнилось 14 лет. Она в числе других подростков работала браковщицей. Они проверяли качество изготовленных снарядов. Если находили брак, то всю партию отправляли на пересмотр. Работали дети по 12 часов в сутки. Они, голодные, холодные, проплакавшись, снова брались за работу. Одним из тружеников тыла был мой прадедушка Абдельгани Зарифулович. Он был очень горд, что на его родном заводе изготавливался каждый 3-й снаряд, который шел на фронт. На выпуск военной продукции были переведены и 2 фанерных производства Зеленодольска. Выпущены 44 тысячи кубометров фанеры, бакелизированные фанеры для строительства понтонных мостов и деталей самолетов. Каждый 6-й самолет, Великой Отечественный, был построен в Татарии и частично из той самой зеленодольской фанеры. Знаменитая башня Тамара, построенная еще задолго до войны, в Лихолете она тоже стала производственным цехом. Здесь были установлены станки для производства спичек, тех самых обычных спичек, без которых трудно представить и нынешний быт. Бревна доставлялись плотами по Волге, а потом в любую погоду теми самыми детскими и женскими руками перекатывались в цеха. Лето было спасением. Куда труднее приходилось в остальные времена года, когда нежная детская кожа трескалась до самой крови, а ранам просто некогда было заживать. Невозможно переоценить вклад фанерного производства в победу. На Зеленодольском фанерных заводах выпускались лыжи не только для спорта, но с началом войны и для нужд фронта. Именно на лыжах такого образца наши лыжные батальоны принимали участие в боевых действиях.
В начале сентября 1941 года был издан приказ ГКО о создании лыжных батальонов. И уже 24 сентября 1941 года команда в количестве 60 человек, лыжников, комсомольцев, была отправлена в запасной лыжный батальон для прохождения огневой и лыжной подготовки. Маршал Рокоссовский, говоря о роли лыжных батальонов, отметил их большой вклад в достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками. 15 лет я все. Бывало, пришла устраиваться, камешки наложила. Маленькая была. И вот достала и работала. У нас много было работы в заводе. Шпон привозили, сырье, мы его разгружали, загружали в варочной, оттуда брали, и вот на станок, и вот шпон делали. А я вот ходила, толщину измеряла. 1,50, 1,14 мерила. Я была старший контролер. Шустро везде лезла. Это... Даже в пилоточку ходила мебельной. Проверяла, как точно, какой развод у пилы, какой. Чтобы у меня было все везде хорошо в моей смене. Я еще на станке работала, на спичечном станке. И вот спички как делали. Их вот мы обрезали, я на станке была, обрезали эти склеивали на бумагу. По 10 штук склеивали. И вот отправляли на фронт. В 16 лет моя бабушка пошла работать на фанерный завод сортировщицей шпоном. Там ей приходилось поднимать тяжелые огромные листы фанеры, шпон. Ей приходилось работать наравне со взрослыми и рассчитывать во всем только на себя. Я удивляюсь, как моя бабушка выдержала столько военных лет. Бабуся Маруся работала на ПФМК в лаборатории, где изготавливали клей и специальную смолу для проклейки авиационной фанеры. Мужчин в то время не хватало, поэтому женщин отправляли на лесоповал. Прабабушка рассказывала, что приходилось рано вставать и идти по морозу на другой конец города, в лес, спиливать сучья с срубленных деревьев, чтобы обеспечить жителей города дровами. Казанский обвод. Уникальное оборонительное сооружение на случай прорыва немецко-фашистских войск к Волге. И здесь главная рабочая сила – женщины, старики и подростки. Только с районов Татарии более 280 тысяч человек в октябре 1941 года начинают строить оборонительный рубеж в виде полукольца. Он прошел по территории Татарской АССР, в том числе в Зеленодольском районе, а также в Чувашской и Марийской АССР. Это многокилометровые рвы, противотанковые препятствия, деревоземляные огневые точки, окопы, командные пункты, землянки и другие сооружения. Всего 331 километр. Вплоть до середины февраля 1942 в тяжелейших условиях, в осеннее ненастье и зимние морозы, при нехватке еды, теплой одежды и элементарных орудий труда в виде лопат, люди совершали ежедневный трудовой подвиг. Первая линия обороны должна проходить Онежское озеро, Рыбинск, Владимир, Ярославль и постепенно спускаться в центральные области нашей страны, Тамбовская, Воронежская, уходить на Краснодарский край, Минеральные воды, Грозный. Вторая линия обороны должна проходить Горький, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград. В этом постановлении было указано для строительства оборонительных сооружений мобилизовать гражданское население с близлежащих районов, городов, деревень. Этот памятник, открытый 9 мая 2014 года в Нижних Визовых, посвящен труженикам тыла, отдавшим свои силы строительству Казанского обвода. Среди них моя прабабушка, Горбатенкова Зинаида Петровна. Ее в 13-летнем возрасте возили копать окопы в холодной, промерзшей земле. Ручки маленькие, лопаты тяжелые. Подростки заменяли труд мужчин. 11 февраля 1942 года строительство Казанского обвода было завершено.
В 14 лет моя прабабушка пошла работать на швейную фабрику. Она носила кирпичи, помогала ее строить. В 1944 году фабрика заработала. Когда закончилась война, моей прабабушке было 17 лет, как мне сейчас. И она внесла свой маленький вклад в великую победу. По воспоминаниям двоюродной бабушки, было очень холодно, голодно. Спали всего 2-3 часа. Группа девушек из 10-12 человек отправлялись валить лес. Лошадей не было, поэтому бревна приходилось тянуть на себе. Часть бревен шла на отогрев промерзшей земли. Люди пухли от голода, мерзли от холода, но не могли покинуть рабочее место, ведь это приравнивалось к измене. Оглядываясь на подвиги наших тыловиков, я задаю себе вопрос, а смог бы я также зимой в прохудившейся осенней одежде тянуть на себе несколько километров спиленные бревна, чтобы потом копать чуть-чуть отогревшуюся, но все еще промерзшую почву? Я очень горжусь подвигом своей двоюродной прабабушки. Волжская рокада. Так, рокадами называют дороги, которые проходят в прифронтовой полосе параллельной линии фронта. Строительство такой железнодорожной линии, ее нулевой километр отмечен здесь, на территории Зеленодольского района. А далее пол России до самого Сталинграда. По ней должны были перебрасываться свежие военные формирования и грузы, необходимые для победы в Сталинградской битве. Дорогу, Волжскую рокаду, протяженностью 978 километров построили всего за 6 месяцев. До этого никто и никогда в мире не строил железных дорог с подобной скоростью, тем более в военных условиях. Она прошла от станции Свияжск, что на правом берегу Волги, до Сталинграда. После окончания сельскохозяйственных работ в Зеленодольском районе Татарстана, Чувашии, Ульяновской области многие жители были направлены на строительство железнодорожной магистрали от станции Свияжск до станции Ульяновск. Линия была предназначена для переброски войск на юг нашей страны. В первую очередь работали колхозники, подростки, женщины. К тому же были добавлены немцы-выселенцы, немцы Поволжья, которые эвакуированы были с Саратовской области. Но они были не готовы к таким погодным условиям. Были одеты очень легко. Ударили первые морозы, прошли дожди, и люди начали гибнуть, болеть и гибнуть. И можно сказать, вот эта наша магистраль, рокада, была построена на человеческих костях. Рельсы для строительства дороги везли даже с Дальнего Востока, с Байкало-Амурской магистрали. С участков БАМа снимали необходимое количество мостовых ферм, лишь бы ускорить строительство рокады. Лопаты и кирки в руки взяли жители близлежащих деревень и сел, старики, женщины, подростки. Из студентов техникумов и институтов формировались строительные отряды, которые съезжались, а некоторые шли пешком со всех уголков Татарии. К стройке привлекли и немецких военнопленных, и немцев Поволжья, которые со времен правления Екатерины II проживали в Саратовской области, были выселены с насиженных мест и отправлены на строительство рокады, где решением правительства из-за опасения возможного удара в тыл Красной Армии за ними был организован особый надзор. Рельсы рокады укладывали вручную обустраивали насыпь. В течение полугода, с марта по октябрь 1942 года, была построена настоящая железная дорога жизни для защитников Сталинграда со стартовым пунктом на станции Свияжск. И уже 1 ноября первые воинские эшелоны были направлены на юг нашей страны в направлении на Сталинград. Намечалась грандиозная битва. Изучая историю семьи, я и узнал, что мой дед, проезжая станцию Свияжск в составе 25-го танкового корпуса, был направлен в Ростовскую область. В жестоких боях погиб 3 января 1943 года.
строительство Казанского обвода, строительство Волжской ракады. Это, значит, кто-то очень хорошо мыслил стратегически на будущее, ну, то есть опережая противника даже не на 2-3 шага, а на 10 шагов. Это все правильно. Но это было очень и очень тяжело для людей, тяжело для народа. Это безусловно, героические усилия нашего народа, советского народа в то время. Вот здесь, за моей спиной, на территории Зеленодольской спортивной школы Олимпийского резерва находилось здание школы номер 1. В июне 1941 года школа стала госпиталем для раненых. Березы, которых почти не осталось, высаживали вокруг госпиталя раненые красноармейцы. Сегодня ученики школы номер 1 учатся в просторных светлых классах. Но исторический, легендарный номер школы сохранен, а память о госпитале хранит школьный музей, который находится в стенах Зеленодольского лицея номер 1. А это наш музей и экспозиция, посвященная госпиталю под номером 3656. Во время войны дети учились в разных школах. После занятий они приходили в госпиталь. Мальчики кололи дрова для печки, девочки гладили бинты, писали письма раненым бойцам. По воскресеньям выступали с концертами. Осенью были заняты на сельхозработах. Зимой собирали хвою и рябину для чая. А еще мы нашли пряжку от солдатского ремня в районе Ивако-госпиталя на улице Первомайская. А я хотела бы рассказать вам о Красакове Григории Васильевиче, военном комиссаре госпиталя, который был им с 1941 по 1946 год. В первые дни войны его вызвали в наш городской комитет партии. И ему было дано задание организовать на базе школы номер 1 военный госпиталь. Ребята, в 3 словах не расскажешь о том, как это было тяжело. Во-первых, нужно было вывести парты, другое школьное оборудование, ввести медицинское оборудование, хирургическая комната, ребята. А где же мыться раненым бойцам? Значит, нужен помывочный пункт, а туалет? Туалеты раньше были на улице. Раненый боец не может туда пойти. В этом нашему Григорию Васильевичу помог завод имени Серго. И вот посмотрите, пожалуйста, на эти экспонаты. Журнал «Наша Родина», 1 января 1941 года. Эти журналы нам передали, когда рушили старое здание школы на улице Первомайская, потому что там сейчас уже построен новый дом. Эти журналы раненые бойцы читали то далекое время. Почему мы создали эту коллекцию? Почему мы помним? Мы обязаны об этом помнить. Чтобы не заросло травой забвение, воспоминания о том великом героическом прошлом ваших бабушек и ваших дедушек. Страшно так объявил взрослый голос по радио. На пороге война. Ваше детство украдено. И тому до сих пор оправдание не найдено. Просто этой войной ваше детство украдено. Встали вы у станков, рядом сестры и матери. Вы забыли игрушки, ваше детство украдено. Мы войну победили, но кровавая ссадина будет вечно болеть. Ваше детство украдено. Эти стихи я написала к открытию памятника «Дети войны» в мае 2014 года. Это боль и память о детях, которые так и не познали детство, которые рано повзрослели, став у заводских станков, выйдя в поля, перевязывая кровавые раны красноармейцев, работая до изнеможения,
Памятники детям войны установлены во многих городах России. Их создание – это дань уважения и памяти детям, на долю которых выпало тяжелое бремя войны. Напоминание настоящим и будущим поколениям о тех, кто погиб в застенках фашистских концлагерей, в партизанских отрядах, на полях сражений, в катакомбах, кто просто не дожил до победы. Мы все в валенках сидели, одетые, холодище был страшный, но учились, еще танцевали, еще пели, еще окоп рыли, и деревья валили. Окоп рыли там, где вечный огонь. Там не просто, там прямо рвы рыли. Это так трудно, сложно. Потом у нас же все-таки же мост. И у нас все время, вот когда нас собирали и говорили, самое тяжелое положение в Зеленодольске, потому что мы живем, немцы про мост знают. 13 лет было Алевтине Васильевне, ребенку войны, когда открывали Дворец культуры. 10 декабря 1944 года они пришли сюда в валенках всей школой. Но даже зимой уже дул теплый ветер приближающейся победы. Люди как-то научились жить в недостатке еды и отдыха. Души хотели тепла. И этим теплым очагом стал огромный дворец. Окно в большой мир искусства. Так его называли. Храм искусств – свидетель военной поры. Он несет свое предназначение сквозь десятилетия. Мне гордо и трепетно быть причастным к тому, что рождается, расцветает в этих стенах. Удивительно, что именно в военное время было построено такое грандиозное здание. До победы со дня открытия Дворца искусств оставалось ровно 5 месяцев. Отец приходит, будет меня и говорит: беги, буди девчонок, война кончилась. Бегайте по баракам, поднимайте людей, поднимайте всех, чтобы все шли на площадь базарную, там будет выступать Левитан. Ребята, вставайте, подъем! Да не торопитесь, радость у нас, День Победы. Сразу будто вот ничего еще мы не делали, а с плеч как будто что-то свалилось. Это было что-то невыразимое. Бежали, сломя башку. Друг подружке говорили, всех будили, кроме нас еще соседи будили. Все бежали, сплошная толпа. Не протолкнуться было. Тут мы и плакали, и радовались, и внимались. Очень радовались, как не радовались. Плакали. Думаешь, так мы плакали наоборот. Идет начальник ОТК наша, смотрим, она идет, плачет. Я говорю, что-то неладно не свали. Мы к ней навстречу. Что такое? Девушки, война кончилась. И мы все плакали. Все плакали. Она плачет, и мы плачем. Война кончилась, мы все плакали. – 1418 дней войны. Она приблизилась к нашему городу на 800 километров. Зеленодольск работал в полях, шил одежду, рыл окопы, строил корабли, выпускал снаряды, изготавливал шпалы, столбы, фанеру и спички. Наш город жил своей фронтовой линией, своими победами, которые влились в одну общую – победу великого народа в Великой Отечественной войне. Мы чтим и помним тех, кто воевал, кто мир на всей планете отстоял, кто голову сложил в бою неравном, но все же победил в сражении главном. Мы чтим и помним, наша память свята,
пред подвигом советского солдата, пред подвигом советского народа. Ведь нами завоевана свобода. У заводских станков стояли дети, забыв, что есть веселье на свете, что в доме мамы нет тепла и хлеба, но верили, придет она победа. И собирали в поле колоски войны шальной ее сыны и дочки, и верили, что будет мир на свете, и что придет победа на рассвете. У всех была одна война, мы чашу горя выпили сполна, и потому мы нечисть победили, что фронт и тыл, как родина, едины. Поклон вам до земли, родные люди, ваш подвиг трудовой мы не забудем. Спасибо всем и бабушкам, и дедам за самую великую победу. Поклон вам до земли, родные люди, ваш подвиг трудовой мы не забудем. Спасибо всем и бабушкам, и дедам за самую великую победу. Если бы не было колхозов и не было бы промышленных предприятий в руках государства, мы бы ни за что не победили. Это я вам прямо скажу.